Не болело ничего? Ничего не болело. Хорошо. Лейла Евлоева в третий раз пришла на прием к стоматологу. Бабушка жаловалась на зубную боль. Доктор быстро понял причину и помог. Пациентке необходимо установить зубной протез, и проделать эту работу Лейла, не задумываясь, доверила стоматологу со стажем Беслану Дарбазанову. O Beslan sana halka sakna habita bırak. Aziyant o Beslank. Hamu varsa yantas. Tavur bejinti bol çıkan. Çutu hursun yantas iştik. Hat atuh gisun iştik ya. Новость о том, что в Яндере появился молодой, но опытный врач-стоматолог, разлетелась по всему селу. В день к Беслану приходит до 7 человек, и взрослые, и дети. У каждого свои проблемы, и помочь врач старается всем. Стать стоматологом Беслан мечтал с детства и не изменил свое решение. Закончил я вуз в 2009 году, закончил Новосибирскую медицинскую академию. Далее я закончил ординатуру в городе Ставрополе по узкой специальности стоматология ортопедическая. Так как у меня не было военного билета, я решил, мне нужно пойти в армию. И в ходе службы, уже третий месяц службы шел, мне предложили уже подпиши контракт, ты же врач-стоматолог, как раз у нас не хватает. И вот так я начал работать в внутренних войсках стоматологом. После 3 лет работы за пределами региона Беслан решил, что нужно возвращаться на родину, заводить семью, продолжить трудиться здесь. Первые 7 лет работал в стоматологической поликлинике в Магасе. Здесь и услышал о государственной программе «Земский доктор». Насколько я помню, из интернета узнал, что есть программа «Земский врач». Выходишь из города в сельское поселение работать, 5 лет, тебе платят 1 000 000. Я прикинул, подумал. По факту мне просто нужно будет поменять локацию, что я в Магасе работал, мне также 15 минут ехать. Теперь здесь уже, в этом селе, замечательное село, отличные люди. Вот так я вышел, в принципе, в июне месяце, я так и работаю. Как правило, квалифицированные специалисты не торопятся трудоустраиваться в сельских больницах и амбулаториях. Но Беслан решился, и, по словам коллег, он незаменимый работник, с которым им повезло. Беслан добросовестный врач, это в первую очередь. Он всегда выполняет свою работу добросовестно. То есть все люди, которые приходят сюда за помощью, он не отказывает, не грубит. То, что в его силах, он всегда с распростертыми объятиями мы принимаем этих больных, с радостью даже. Следующие 5 лет Беслан Дарбазанов будет лечить пациентов в селе Яндери, а местные жители могут получить квалифицированную помощь. Им больше не придется для этого выезжать в город. Микаил Тангиев, Мухаммад Белакиев, Новости 24.